Российская наука всегда стремилась выше и продолжает это делать ежедневно. Ищет ответы. Праздник тех, кто каждый день трудится над созданием будущего. Российская наука своими идеями всегда тянулась к новым высотам, к звездам. И сегодня в колледже сервиса и быта проходит мероприятие, посвященное вкладу ингушских ученых в развитие отечественной и мировой науки. Магомед Сагов – гениальный изобретатель. Его самая известная работа – это насос, который на 80% эффективнее, чем у того же Галилео. Его первые опыты прошли необыкновенно успешно. Вроде бы несложная тема – оптимальная конфигурация автомобильных покрышек для повышения проходимости тяжелых дорожных машин. Обернулась изобретением особого колеса, настолько повышающего эффективность движения по непроходимым пескам, что им моментально заинтересовались военные. Словами благодарности здесь вспоминают и Ахмеда Базоркина, заслуженный учитель Российской Федерации. Стаж работы более 50 лет. За эти годы он подготовил победителей и лауреатов ежегодной международной технической конференции «Старт в науку», трижды удостоен гранта американской Сарасовской программы. Для его учеников каждый урок физики является открытием чего-то нового, удивительно интересного и целиком захватывающего воображение. Собравшиеся в зале – это учащиеся Карабулакской и Назрановской школ. Мероприятие для них – это возможность узнать больше о научной составляющей республики. Ингушский Шелдон Купер, биография российского физика, профессор Японского научного центра высоких энергий Тагира Аушева ребятам показалось интереснее всего. Он является самым молодым ингушским ученым и руководит многими проектами в Швейцарии и Японии. Также на мероприятии мы узнали о других и множество других ингушских ученых. Я даже не ожидала, что у нас столько. Я узнал много чего полезного для себя и узнал о нашей республике. Например, каких узнал? Магомед Сагов, про его изобретение. Я буду стараться больше изучать новых ученых ингушских. Это оказывается очень интересно. От звезд науки к страницам книг. Вторая часть мероприятия приурочена к Международному дню книгодарения. Ее организатором выступил Центр опережающей профессиональной подготовки на базе колледжа сервиса и быта. Веселая игра «Угадай книгу по эмодзи» вызвала настоящий ажиотаж. В рамках мероприятия проходит акция «Подари книгу». Студенты колледжа добровольно решили принять участие в акции, то есть они дарят книги, которые они сами прочитали, и хотят обменяться с ними какими-то знаниями своими. В завершении интерактивной встречи для школьников провели экскурсию по колледжу. Им показали учебные аудитории и рассказали о специальностях. Подобные мероприятия играют важную роль в патриотическом воспитании молодежи, формировании интереса к науке и развитию интеллектуального потенциала республики. Организаторы надеются, что сегодняшняя встреча станет для многих ребят первым шагом на пути к большим научным открытиям. Амина Зязикова, Билала Хильгов, Магас 24.